Борцы из Кыргызстана с недавних времен начали успешно штурмовать борьбу, причем в обеих ее дисциплинах, как в вольной, так и в греко-римской. Прошлый год стал одним из успешнейших в истории кыргызской борьбы, ведь впервые в борцовской истории флаг Кыргызстана был поднят на пьедестале чемпионата мира выше остальных. Историческое событие стало возможно благодаря двум борцам греко-римского стиля Акжолу Махмудову и Жоламану Шаршенбекову. Про Акжола мы с вами как-то уже говорили, на канале ему посвящено отдельное видео. Героем же сегодняшнего выпуска станет Жоламан Шаршенбеков, действующий чемпион мира, титулованный, знаменитый и очень харизматичный парень, который обладает космической популярностью как в родном Кыргызстане, так и за его пределами. Жоки умеет не только хорошо бороться. Если говорить о его талантах вкратце, ибо перечислить их всех мне не хватит целого видео, то я отмечу, что он душа компании, веселый и очень добрый парень, мастерски выполняет сальто, играет в футбол, любит поиграть на нервах у товарищей и, конечно, обладает актерским талантом. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Жоламан родился в 1999 году в селе Балас-Ару, в хорошей семье, где помимо него были еще 5 детей, в которых отец с матерью с детства закладывали правильные ценности и традиционное воспитание. Будущий чемпион уделял очень много времени учебе и самовоспитанию. Более того, его мама была учителем математики в одной из школ. Она контролировала процесс обучения сына, всесторонне развивая его. Знакомые и друзья Шаршенбекова часто отзываются о нем как об очень простом и скромном человеке. Кыргыз действительно является примерным спортсменом. Вспомните только, как он проявил уважение Анвару Алахьярову, который травмировался во время их схватки на турнире Лиги Поддубного. Ну да, по крайней мере, не займет много времени для реабилитации. Желаем только здоровья и скорейшего восстановления. Джоки поднялся первый и понес его в раздевалку. Ну вот такой благородный жест, настоящий поступок. В раннем детстве, в возрасте 8 лет, Джоки начал посещать секцию греко-римской борьбы. Волею судьбы Шаршенбеков попал в руки выдающегося наставника и тренера Хакима Махмудова, с которым по сей день покоряет вершины этого спорта. Будучи ребенком, Жоламан был низкорослым, худощавым пареньком, но долгие годы упорных тренировок и преданности своему делу превратили его в сильного выносливого чемпиона. А в одном из своих интервью тренер Жоламана Хаким говорил, что увидев Шаршенбекова ребенком, он сразу понял, что из него выйдет толк, ведь мальчишка был трудолюбивым, духовитым и очень ловким. Так Жоки в свои 16 лет впервые заявил о себе на юношеском первенстве Азии в 2015 году, где завоевал золотую награду. Выступая по кадетам, Жоламан всегда прочно сидел в тройке, но крайне редко становился чемпионом. На взрослых чемпионатах мира в 2018 году и 2021 году Жоки остановился в шаге от победы и снова стал серебряным призером. То же самое было и на взрослых чемпионатах Азии. 2 серебряные награды в 2018 и 2020 годах. Но не везло ему в финалах, не удавалось завоевать золото. Как будто какая-то невидимая сила каждый раз останавливала борца в шаге от его мечты. Однако это продолжалось недолго. Вместе с тренером Шаршенбеков принял решение перейти в весовую категорию до 60 кг, провел работу над ошибками, погрузился в тренировочный процесс и уже в скором времени, вопреки прогнозам, стал обладателем Кубка мира. 14 декабря 2020 года для кыргызского спорта станет знаковым днем. Первый день соревнований из гонки вылетели Махмудов, Азизбеков, Тугалбаев, которые остались без медалей. Болельщики были раздосадованы мыслями о том, что команда останется без золота.
Однако у Хакима Махмудова в руке был припрятан козырь. Новая версия Джаламана Шаршенбекова. Функциональная и психологическая подготовка, характер и смелость. Все было у него в тот день. В соперниках у него были чемпионы мира, Европы, но его сломать было тяжело. Даже родная публика сомневалась в Джаламане, ведь его соперником в борьбе за золото Кубка мира был опытный Степан Марянян. Но сломить дух молодого таланта было просто невозможно. После проигранного первого периода стали проскакивать мысли. Опять серебро. Но Жоки чудом выровнял счет и одержал победу над именитым соперником, чемпионом мира. Так 21-летний кыргыз стал национальным героем и единственным борцом, который привез золото с Кубка мира. Его популярность летела до небес, он обзавелся любовью публики и узнаваемостью, но остался предан цели и скромно продолжил свой путь. 2021 год для Джаламана обещал быть очень успешным, однако что-то пошло не по плану. Заветная цель Олимпийские игры была максимально близка к воплощению в жизнь, но в четвертьфинале Джаламан потерпел сокрушительное поражение от молдаванина Виктора Чобану. После поражения слез сдержать не удалось, Шаршенбеков стал опускать руки, но Акжол Махмудов, преданный друг, увидев, что происходит с его братом, поспешил на помощь и помог Жоки прийти в себя. Он утешил товарища мудрыми словами, сказав ему: «Будь терпелив, друг мой». По итогу Олимпиады в Токио кыргыз занял 7-е место и получил вознаграждение в размере 900 тысяч рублей. С новыми силами и спортивным голодом до побед Шаршенбеков вернулся в борцовский зал. Следующей его остановкой стал чемпионат мира в Осло. Джаламан уверенно прошел в финал и порадовал зрителей красивой борьбой. Однако золотую медаль он все-таки проиграл давнему обидчику молдаванину Виктору Чобану, которому проиграл на Олимпийских играх. Несмотря на завоеванное серебро, Жоки был опечален, ведь не за серебром он приехал в Осло. Для него нет иного места, кроме как первого. Шаршенбеков вновь вернулся в зал и продолжил упорно пахать. Уставший от поражения, он принял участие в чемпионате Азии и разгромил соперников, став наконец победителем. Затем чемпионат мира в Белграде и феноменальное выступление, которое навсегда вписало имя Джаламана в историю кыргызской борьбы. Шаршенбеков мог бы стать первым в истории кыргызской греко-римской борьбы чемпионом мира среди мужчин, но его друг Акжол Махмудов выиграл золото на 48 часов раньше. Несмотря на это, Шаршенбеков заявил о себе как о серьезном претенденте на Олимпиаду в Париже, став наконец чемпионом мира. Пройдя столько поражений и неудач, он не сдался и не разочаровался в своей цели. Именно поэтому сегодня Джаламан является лидером своей весовой категории, действующим чемпионом мира и любимчиком публики. Благодаря своей сенсационной победе на чемпионате мира Шаршенбеков стал национальным героем. Число поклонников выросло в десятки или даже сотни раз. Джаламан Шаршенбеков выигрывал множество различных турниров и много где становился призером, однако главная задача ждет своего осуществления. Мы уверены, что в 2024 году Шаршенбеков зажжет на коврах Парижа. От себя пожелаем ему удачи и терпения. Если понравилось видео и ждете новые ролики о выдающихся борцах, проведите суплекс кнопки подписаться, ставьте лайки и комментируйте это видео. И помните, друзья мои, настало время борьбы. What?